Ассаламу алейкум, добро пожаловать на канал Daimov Online. В этом выпуске мы заглянем в этот магазин и зададим вопросы, которые, как мы надеемся, помогут вам в ваших начинаниях. Но перед началом хотелось бы попросить вас перейти в комментарии и написать, кого вы хотели увидеть в следующих выпусках и на какие вопросы хотелось бы услышать ответы. Зейнаб, расскажи про свой магазин вообще, в принципе, где мы сейчас находимся. Так, мы находимся в мужском магазине Black Wolf. Мы по адресу улица Маяковского, 23. Магазин был открыт 3 года назад с моим другом, даже сказать, с братом Дани. Уже 4-й год, 28 мая, исполнится 4 года магазину. С чего все начиналось? Как появилась идея открыть свой магазин? Начиналось все с того, что как-то сидели с друзьями, я, Дани и Допка, старший брат Дани. Дани это совладелец, который со мной сейчас работает. И как бы мы с Дани, когда разговаривали насчет магазина, можно было бы попробовать, Допка сказал, вот вам деньги. Короче, начиналось все с очень маленькой суммы. Допка нам дал 70 тысяч. Мы такие молодые, энергичные, сразу подумали, все, сейчас магазин откроем, все нормально будет. И как бы мы поехали, мы даже не знали, где находится рынок, если честно сказать, мы даже не знали, что в Хасавюрте рынок есть, в Москве рынок, в Пятигорске. Мы вообще молодые ребята, по 18 лет, без опыта. Короче, мы поехали в Хасавюрт, там мы на 72 тысячи купили обувь, если как все говорить, как все было. И потом еще один друг был, Ахмад, он нам в долг деньги дал, сказал, как раскрутитесь, отдадите. Еще, какая сумма это была? Это была 60 тысяч. Еще дополнительно к 70. Да. И нужно было еще покрасить, короче, мусор убрать, то все. Помещение мы это взяли, но ту сторону, тут была стена. И как бы на 15 квадратах мы установили 3 полки. На эти 60 тысяч мы купили 3 серии футболок. Это было весной, мы футболки купили, 2 серии батников и 4 серии джинсов. Ну, в общем, у нас было обувь, батники и вот эти джинсы, футболки. И, короче, пошло-поехало. В самом начале друзья помогали, все покупали у нас. Потом, как бы, место же проходимое, нормальное место. И рекламу сделали. Реклама была самая первая реклама по сегодняшний день. Вот смотрите, я вам покажу. Вот эта наклейка. Это была поклеена тогда. Это была наша первая реклама. Так как бюджета не было, чтобы рекламы делать большие, мы вот эту наклейку сделали. И до сих пор ничего с ней не случилось, стоит на месте. Вот это была наша реклама, магазин был вот такой, сейчас покажу тебе. Это вход, вот тут стояли полки, и вот тут была стена. Вот эти 15 квадратных метров, это был магазин. И так, как вы видите сейчас. И во сколько вот эта наклейка обошлась? Наклейка 600 рублей, что ли, была, а еще баннер, потом через месяц мы за 900 рублей баннер сделали. Вот эта цифра в 70 тысяч фигурирует постоянно. Из прошлого выпуска у нас Мансур Амаев рассказывал, то, что тоже 70 тысяч начинал. Символичная цифра, да, из-за чего? Это реально, он делал 60 тысяч, 70 тысяч, это ближе к 100 тысяч. И что, ну потом около 60 тысяч. Инстаграм, даже элементарно, чухаш, кюзгда, царок ты кончу. Хопка, просто дейшу делать, кюзда уаттен. Я раздевалки, раздевалки, мечаю, элма дизели, всегда Денис Ошем, Оште куда. Диа чуана пока ремонт я ляска, диа склачу, вот и рухуется. Какие документы вообще потребовались? Допустим, ты хайош, я хочу открыть магазин, худо документ, диза дусуна. Я белхош, абобеш, больше одного такого щеола, они по-любому трудовой книжки есть. Но нахчи с этим проблем нет, он охча не ходок, это любой момент.
из Вайдигду, налогового Хавахчи, он навстречу Бога. Если ты хочешь открыть что-то, он всегда помогает. Люди тебе навстречу идут, с этим у нас проблем нет. А вообще к самому зданию требования еще явиться, а пожарная безопасность? Шайл требования еще счетчик, не счетчик, эррор даже, начиная с улицы, каждый раз проверка, что мы речанар, разрешающий рекламу, ее самекшел рекламу, все по документам, что хилмат есть здание, еще книжки, за все это отвечает владелец здания. Он от этого хилш минус, да, ты не тратишься на это, да, сам владелец усунул наушник. Мы то, что в помещении, и то, что район хамектиги, реклам хулил, эцондо, их потом аренда мусора там. Еще хили еще, и он штук цигаш, где штук. Самый сложный момент хунагера вообще в работе, например, в момент карантина, мударшу. Момент карантина, халдаться. Самый сложный момент, он говорит, хочу больше, нахуй больше, хацан дадал товар, цаны. Это тебя, с одной стороны, очень сильно мотивирует. Дальше он чуинул таган, он просто дал товар, дал, он инзари, что. С другой стороны, что нагрузки. Раз ты еще нам твой менталитет, твой хум, да, все равно. Я хочу любой тагистан, например, чуин, я хочу, и сам халом иду. Сам по сегодняшний день и сам халом. Карантин, холил и проблемы. По поводу поставщиков, как сложно найти надежного поставщика? Как происходит процесс? С самого начала тебе по-любому нужно ездить на рынке, потому что каждый раз это поставщики меняются. Это примерно, если кто-то год назад торговал обувью, он может перейти на одежду. И стабильно тебе нужно посещать рынки. Без разницы, Хасавюрт, Турция, Китай. Тебе нужно быть на связи. Алхамдулилlah, пока нас никто не кидал. Я знаю, есть случаи, как раз следующий вопрос у меня был про это. Кидали. Нас никто не кидал. Если у тебя аккаунт в Инстаграме рабочий есть, даже можно сказать, они сами с тобой связываются. Потом ты проверяешь их, берешь их контакты в Турции, либо спрашиваешь, либо проверяешь. Если у них есть товар, ты и покупаешь. Нет проблем в бизнесе привезти товар, потому что есть транспортные компании, то все, тебе вот прям до двери приносят и товар отдают. Это не проблема. Возьмем, например, любую одежду, допустим, вот это сколько стоит? Это со скидкой 2000 рублей. 2000 рублей. А по закупочной мяху вы сколько закупаете? Мы объясним, что надбавка в любом случае она должна быть. Бизнес мой. Ну, примерно, допустим, 1000 рублей закупочная цена, потом дорога. 1500, или так? 1500 закупаешь, по 2000 продаешь, и все со скидкой. Да. 500 рублей у тебя выручка. Конечно, 500 рублей, каёк надбавки. А сколько вообще ушло на мебель, допустим, вот эти все полки? Вообще вот за эти полки и за вот это 175 тысяч. В принципе, вся мебель тут 175 тысяч обошлась. Но нет, вообще, вот эти кованые, вот эти вообще есть фуртешни, да, кованые. Примерно конечно. Вот эта вешалка стоит 7 тысяч. Просто чисто за дерево 175 тысяч ушло. Тысяч по 300, скорее всего. Дальше. Мелкие кидек ты увечтать и вешалки надолго по 300 тысяч. 240 точно. Но это мы, у нас была другая мебель, белая мебель, мы поменяли просто. Сонахала 70 тысяч евро. Сколько один ремонт? Гущу вообще во сколько обошелся этот ремонт? Ремонт мы все сами сделали. Да. Прям вот от А до Я все сами. Потолок 45 тысяч, если не ошибаюсь. Потом свет вообще аж долго дальше. Цена 350 евро, так говорит, стабильно ходить, пьешь больше. Короче, под 100 тысяч. Потом кондиционер, долго. Здесь бы могла быть ваша реклама. Как вы привлекаете клиентов? Я видел у вас в Инстаграме много известных людей, которые побывали тут. Как вы вообще умудрились привлечь сюда главу республики, Рамзан Ахматович? Хороший вопрос. Мы единственный магазин, кроме Фирдауса, скажем, мы единственный магазин, который смогли привлечь главу Чеченской Республики. Это было в мае, месяц Рамадан. Я даже помню число, 29-е. Он тут пробежку делал, как бы мы тоже тут гуляли, и как бы подошли, из-за уважения к главе, подошли.
И он сам предложил нам, нас было 5 человек, если я не ошибаюсь, или 4 или 5 человек, он предложил, давайте пробежимся вместе. Ну, мы не отказались, пробежали, и во время пробежки мы вот по Маяковской и по проспекту Путина, когда бежали, он спросил, чем вы занимаетесь? Ну, молодые ребята, интересно, чем занимается свой народ. Мы вот так сказали, вот мы недавно, месяц назад, открыли магазин Black Wolf, и там ролик был, когда он говорит, в Инстаграме все закидывались, его друзья, все наши друзья, Black Wolf. Он спросил, потом мы ему ответили, и когда мы добежали до контрольной точки, где вот мечеть, там паркёк, он сказал нам, он подозвал, и во время фотографии, когда фотографировались, он сам сказал. Мы даже не додумались ему сказать, он сам сказал, просто оператор снимает, я шел. Камосу Black Wolf, что ходил, что хасом, что все хорошо, тот я стоял, это рекламю от главы, самая медийная глава это. И потом нахват телефон сейчас камеруи уже на следующий рабочий день тигави тохадор дармош. И он пришел в магазин сон джимер и тик шен хасхич ам балбешхич он цана день этому мы тоже огласку не делали, потому что он тоже не разрешил им своим репортерам помощь малому бизнесу. Он как сделал? Выбрал себе вещи, он выбрал себе футболку, выбрал себе брюки, выбрал себе футболку, белая футболка Armani, и выбрал себе кроссовки, тоже белые кроссовки спортивные. Хоршена. Один момент произошел. أصبح تجمع شقرو باشكي بني يعطي اشترام زهر موخ يترى لي قصو حقلت كان دعوة هرسو مجرى يحتاج أو كروتشي كوج لدر مدوس دعوة تيات تحط أفضل بعض تياس ده دقي ها إلياس ها اشتم سو مجرى يحت ألرجي خلصون تداس تبرستوي دات مصو أدميت زابر يشع زابر ويستخل يشع درمان ده خزش ويستخلش أحكم واو تا футбол تيجا футбол нормально хеча кук так красок что очень нормально хеча на что просто я хочу сказать простота видно отцами общение глава вора дая харсон декорят солш хармегарят солш аллергии весов и он как сделал и аж снимать мои царь социальный репортаж достал деньги вот так посчитал деньги так 150 тысяч он посчитал но то сейчас так халуштар асар иза азар дела раза дек хадил жма дик хардара айда ела это то пицца ахча дела аша это шуншигар и тем самым он нам оказал колоссальную помощь в развитии бизнеса. Это самый первый и ахцахильчи это реклама. Это реклама от главы Чеченской Республики, которой мы по сегодняшний день пользуемся. Мы можем уверенно сказать, если кто-то сомневается, глава. Конечно. Ну, дальше мы все знаем, люди кидают через интернет, то все. И это нам очень сильно помогло. Мы сразу завезли товар, мы сразу сделали, вот свечу, мебель, мы эту мебель сделали. И пошло-поехало так. И по сегодняшний день люди всего окружения, работники, можно сказать, мэрии, Киечанар, Цунсболбеш, Перши, Таклиенч, Болша, реклама просто. В этом случае, наоборот, он еще вам деньги заплатил. Помощь. Какие ты можешь дать советы? Люди очень боятся открывать бизнес. Все вот эти мелочи, про которые мы сегодня тебя спрашивали, они очень боятся вот этих деталей. Что ты можешь посоветовать людям, которые пытаются что-то начать? Как бы мы работаем уже 4-й год, по сегодняшний день любой страх, он есть у человека, но нужно перешагнуть через это. Если у тебя есть деньги, если у тебя есть цель, да, просто попытаться хотя бы день, $1 он самый тебе, самый опыт моя, любой момент. Конечно. Любой и хумш махлита, любой хум дадуричи,
ناخذ هم يعطوا сразу أخشنا что это. Да, конечно. Ты работал бичи на протяжении почти 2 лет без выручки. Это шада юни инвестировать дешь. А сейчас момент моей цига, если у тебя очень сильная конкуренция, а конкуренция болхбала, если он лешвала болхба. Примерно болхас, есть другой магазин, есть мы. Если он сегодня сделал одну акцию, мы завтра должны сделать 2 акции. Это, чтобы юх трейн хабах вот хабаху клиент. Самый молодой час, просто вайн хумер, интернет, инстаграм чуть более, харды идут через телефон бол биру, им. А если там бюрсан считал, в начале первого года мы до 12 ночи работали. Это тебе нужно думать, он инзарич и самое неруши, это ойлер всегда примерно в начале 10 тысяч махпина, 20 тысяч бахудир дос. Если ты не думаешь, если хокахвик швати, это мотивирующее видео, что генерсон. Каждый раз нужно вставать в 6 утра, нужно выходить на работу. Знаешь, я был в метро в 4 утра, мелдух нахуй. Да, конечно. Из-за души, декаду, но илиц да кахика мадизия, самый важный момент. Ходишь на ослате, с партнер до того партнера. Примерно хатан са идею, цохом идею подкинуть. Тем самым бабьет, он есть партнер, он есть адекватно ослата, это долг ценник. Не химия не хо, само олшин ули именно на социальный бизнес дают, мегер дать ол постоянно доуды душишин дают даур дашу. Кто-то говорит ули она цехлаха, цунаха бизнес хряс, он намного ахтаду ули цехлучай. Шараха, сейчас болга шел антица, цантина, ца uz разногласия хелца есть. Да, любой момент, спорить, примерно сон хардаля, сон харумдаля. Это, асар дирдо, ахар дирдо, оля хар. Это момент, хола спорный момент, хола ки, хола, он даже иза цехильч. Та олеш мацоли, сон тахан наружный рекламе итля, баннер, сон примерно Инстаграм рекламе итля. Цу хокус и 30 тысяч ложить тает по, а хокус дает по. Это спор примерно хуртха. Но все от человека зависит. Это. Какую вообще у нас предпочитают одежду? Как часто меняются интересы покупателей? Постоянно новый гумш етеш халуха. Как это вообще происходит? Но у чеченцев, даже, можно сказать, на Северном Кавказе, инзари очень сильно любят бренд. Любой, просто серый ветровки, просто. Дольче Габбана должен. Вот это стоит 1500, ветровка стоит столечко вам 5500. Из предпочитать. Бренд хричайных это любит бренд, но он дальше чуть охот одеваться. Следит я, вот тогда есть такие люди, есть такие клиенты, которые готовы платить примерно в охос 150 тысяч, 200 тысяч. И хомшайны чайны под заказ. Это. Есть такие люди, но это в основном более возрастная категория, которая беда дочь. Он хотел сам видеть, но еще 2 года назад зимой. Это куртка Канада. И куртка 5500 юхарцунах. Мужики шваришь, что больше, цуа. Еза мягче гад, хахты хумш. А вы знаете, лохар ешь раз 5500 юхар 4 на луре или скидка ешь. То что да? Что шахаша? Вчера самому 30 $, واحد يتسمى. تايتا نسيو. نسيو. لا تايتا куртка. لا так нет. Каждый товарищ, чьи надбавку, чьи прибыль, имеется в виду самый, он именно выгодил, что товар, который ты можешь продать. Допустим, кто-то хочет начать бизнес, может он с этого именно начнет. Выгодно матчу, они занимают очень много денег. Например, если ты на 350 тысяч, к примеру, халяч, ты можешь завести 20 разнообразий, самые средняя цена халяча разнообразия, 20 пиаловый кроссовок. За 350 тысяч черт его, примерно, вот летом футбол, шхачер, башка. Последний вопрос. Насколько ты оцениваешь свой бизнес, допустим, как конкретно бизнес и схач за сколько дают?
Примерно был составить аккаунт, да, и 500 тысяч нужно указать. Чисто аккаунт дальше. И аккаунт 500 тысяч, я только где-то бата. Чисто на аккаунте, это в обычае, да, просто 200 тысяч. Когда ты сейчас 30. Самела даже рубль бьем, доход приносит тебе сейчас, там яхту гадать дальше. Наоборот, хайя лиз, кида. Примерно вот там прогорит, ага, мы да, там книгела. Примерно шаурма или прогорит, книгела, любой целый. Мискшторка, села чувака. Главное не останавливаться. Да, он примерно, если тебе вот этот бизнес не приносит рубль, может быть даже таджим точкац, если хочешь разбогатеть, то работай на бедных людей, но меловило, что так который покупает дешевые вещи и духой, 1000 рублей, 500 рублей, ложь массу того, что холли, хаджан, и царь духу аштохом. Там цастол, миск, что холли, фистол, шаурма, я холли, что разно, хаджиби, точка, черт. Ахая чана, хариц дуй, если ха, он ириц язин дуй. Он хиргу примерно сохар бизнес елли, жалеешь только, хаски жалеешь, так? Категорский выводы, ха да, хокка клиент, но тадух кар. Но сариц кузахлих тахан, но сон кан сариц мшахлих тахан. И что, эhtiyaz тавочек, дни эhtiyaz ваха эhtля, тавишься, короче, ха. Захайбу он же моногрузки аж. Конечно, хармадации. Devre son üzerine short вопрос ответит я. Дал это был. Дал те беркеты. Надеюсь, что после просмотра этого видео вы получили полезную информацию. Devre всем, кто досмотрел до конца. Увидимся в следующих выпусках.